Здесь, наверное, много вообще говорилось о золотом парламенте, какие критерии тогда были, почему таким образом подбирали. И, конечно, тогда была угроза нашей независимости, угроза вообще нашему этносу. И поэтому, наверное, критерии выборов в то время были таковыми. Потому что они должны были бороться, значит, с серьезными оппонентами, которые тоже имели какие-то свои аргументы. Поэтому выбирали лучших из лучших, которые могли бы на любых площадках и в Верховном Совете, и за пределами Республики Абхазия, которые могли доносить точку зрения. Поэтому люди должны быть грамотные, образованные, прежде всего самостоятельные и патриотичные. Сегодня мы как выбираем? Сегодня, наверное, уже вот эта угроза, она как-то мы ее почему-то перестали чувствовать, к сожалению. Мы как будто ее не чувствуем, уже выбираем, значит, по другим каким-то критериям, по родственным, по дружеским там, и тому подобное. Вот здесь Давид Чечевич, значит, сказал то, что, я согласен, конечно, не всегда у нас, там, я не хочу говорить то, что способен, не способен, но то, что народ не всегда готов оценить. А хотят ли наши политические элиты самостоятельных, независимых людей в парламенте? Вот на этот вопрос можете? А я считаю, что нет. Я считаю, что наши политические элиты не хотят сегодня самостоятельных людей в парламенте. Вот мы наблюдаем картину, осталось 100 года до выборов, есть какие-то кандидаты обозначенные, что они делают? Они прежде не рассказывают о своей там какой-то, значит, возможностях законотворческих, они ищут какие-то группы политические, они обращаются к руководству, приходят, просят помощи, значит, в другие какие-то политические группы и так далее для поддержки. Значит, получается как? Они приходят, они хотят, любая там, значит, политическая группировка хочет лояльность. Так или иначе, это какой-то, такой рыночный элемент получается у нас. Да? Мы свою лояльность, значит, меняем на поддержку. Но придя потом в парламент, можем мы интересы общества, значит, защищать? Можем мы это делать или нет? Вот такой вопрос у меня. Я думаю, что нет. Раз какая-то политическая группа поддержала того или иного кандидата, значит, так иначе он чем-то и обязан. Я считаю, что сегодня пусть никто не обижается, наши элиты, в основном они не хотят хороший, способный парламент. Может, я не прав, я так считаю. Не имеет значения, они политически сегодня провластные, оппозиционные. У нас все меняется, круговорот, сегодня они провластные, завтра оппозиционные. Я считаю, что сегодня наша политическая элита хочет парламент, который будет подчиняться интересам какой-то узкой группы людей. Все верно, не народ, да. Виновата элита. Да, об этом я хотел сказать. И я, честно говоря, не согласен с тем, что парламент это, вот Шамиль, как Умар сказал, это один из институтов власти, один из ветвей власти, один из. Сегодня он сегодня не существует автономно в Абхазии. Невозможно, и ни одна сегодня структура автономно не существует. Это все происходит, значит, у нас как? У нас есть система политическая, есть система, значит, которая у нас выстроена после войны. И вот, кстати, я что хотел сказать, то, что у нас, вот Сакрат Рашид сказал, то, что у нас система другая была. У нас был Верховный Совет. Все так иначе, это была парламентская система, значит, коллегиального, выработки коллегиального решения, принятия решения. Сегодня у нас система другая. Сегодня у нас система сильной вертикальной власти, президентской, которая всегда будет хотеть под себя подмять другие институты власти. Без привязки к личности. Всегда президентская власть, она всегда захочет. Это такова ее природа. И сегодня любая власть, она под себя хочет подмять, значит, остальные другие власти. Это так. И судебную власть. Я, может, небольшой опыт имею, но находясь в парламенте, это точно вам могу сказать. Сегодня происходит так. И, к сожалению, власть, когда подменяет за собой, значит, другие институты власти, она в эту ловушку, в капкан попадает. Почему? Потому что она другие, значит, мнения, она оставляет за бортом, в основном на улице. Потом эта точка, значит, нарастает. И мы получаем что? Значит, получаем очередной, какой-то переворот, к сожалению. Если бы те люди, которые представлены с другим мнением, там, самостоятельно и так далее, они были представлены, там, возможно, этих кризисов перманентных не было бы у нас 2014 года. Я так считаю. Поэтому нужно не от того, что мы поменяем систему выборов, это ничего, на мой взгляд, это ничего не поменяет. Нужно менять всю систему. Нужно усилять прежде всего, я считаю, местное самоуправление. Вот сегодня говорилось о том, что, значит, говорилось о том, что почему. И эта власть так сделала специально. Это же не просто так депутат. Для чего это делать? Для того, чтобы власть специально хочет, чтобы к ней приходили, просили, потом этих людей записывали, номера телефона, потом и звонили. Это же зачем друга обманывать? Это специально делается. Это не происходит просто так. Это делается специально.
И это люди свой электорат набивают. Ну, так скажем, набивание электората, как бизнесмен деньги накапливает, также человек накапливает электорат, и в определенный момент он этих людей, как бы, они уже так или иначе обязаны. Это делается специально. Поэтому что нужно делать? Поэтому нужно усилять местное самоуправление на местах и давать людям возможность. Я вот об этом всегда говорю, правда, вот, не всегда инициативы поддерживают. Вот у нас что происходит? Мы выбираем президентов, депутатов, там, и все. Сегодня он, так иначе говорит, он ни на что не влияет. Ни на какие события. И когда вот эта точка кипения доходит до конца, тогда мы собираемся у здания правительственного комплекса, и все наши, значит, возмущения и так далее у нас все переносятся туда. Почему мы не можем хотя бы на местном уровне создать такие, значит, нормы, когда люди хотя бы на местном уровне что-то будут решать? Когда человек участвует в выработке решения, он считает его своим. И тогда он лучше к нему относится. Когда он считается... Вот я могу пример привести. В Порту-Алегре, в Бразилии, в 1989 году, значит, Бразилия была одна из самых отстающих стран в мире в то время. И, значит, приняли город Порту-Алегре, значит, часть бюджета, который идет на, значит, развитие, часть бюджета они дали на откуп людям. Ну, имеется в виду, чтобы люди решали, что они хотят. Может, в каком-то районе человек хочет место, значит, там, водопроводную трубу, сонная грязь, замену, там, ну, не имеет значения. И когда, значит, они дали такую возможность, доверие к власти больше стало, прозрачность лучше стала, и эти, значит, нормы на другие города в Бразилии переходить начали, и тихо-тихо, значит, доверие к власти увеличилось. И хочу сказать больше, значит, и многие, даже в США многие города на это перешли, и по миру эта практика хорошо прошла, и даже вот сегодня мы разговаривали в Брянске, это есть во многих городах, участие называется партиципативный бюджет, бюджет участника, часть бюджета обсуждается с людьми, ничего там плохого нету. Но мы, к сожалению, к этим инициативам, вот я вот здесь Константин Эдуардович сидит, я помню, мы в 2016 году, моя инициатива была провести в городе референдум значит, о выборах мэров. Ну, действующий мэр, значит, посчитал, что мы против него лично. У нас всегда налично. Действующий мэр посчитал, что мы против него. Потом в следующем я сказал, мы не против кого-то, мы хотим систему. Сегодня один мэр, другой президент, завтра другой. Все это меняется. Мы, если говорим о системе, нужно подходить так. Ну, и другой мэр пришел, также он воспринял на себя третий и так далее. Ну, вот так мы, к сожалению, все воспринимаем. У нас нету подхода, значит, не личностного, а государственного подхода. И потом я вот хотел бы сказать, не обязательно, что были спортсмены, сельскохозяйственники, инженеры. Вот сегодня на сессии вопросов 20-25. Я не во всех вопросах, я не могу во всех вопросах как бы разбираться. И никто не может во всех. Для этого есть люди, к которым всегда можно обратиться, у которых можно, значит, узнать, спросить, компетентные люди. Прежде всего, человек, депутат, он нет какой-то методички, какой должен быть депутат. Такой или такой, что ты взял книгу, прочитал, и, значит, ты уже готовый депутат после этого. Молодой, взрослый, как бы, и не в этом даже, вот я сказал, когда мы голос обсуждали, самый главный цензор наш народ. Сегодня ты любые цензы, любые барьеры можешь делать, но все равно последнее слово остается за народом. Как народ выберет, так и будет, как бы. И поэтому, прежде всего, я считаю, ну, заканчивая, да, как бы, прежде всего, я считаю, что человек, который идет в парламент, он должен быть самостоятельный, от всяких группировок, от всяких политических, чтобы он самостоятельно имел, и прежде всего это нужно для власти, сегодняшней, завтрашней, прежде всего это нужно для них, что когда человек крепко сидит, на него можно опереться, когда человек крепко стоит ногами на почве, на него можно, если что, опереться.